Приветствуем Аллах. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь, ребята. Приветствую вас на уроке. Рада видеть ваши добрые, лучистые глазки. Давайте, ребята, подарим частичку хорошего настроения. На сегодняшнем уроке улыбнемся. Улыбнемся. Вот видите, ребята, ваши улыбки, от ваших улыбок светлее стало в классе, да? Все заметили? Да. Желаю, чтобы на сегодняшнем уроке вы хорошо поработали. Желаю вам отличной работы. Мы начинаем наш урок, ребята. Тема нашего урока «Сила искусства» Константина Георгиевича Паустовского, «Старый повар», да, ребята? Мы продолжим этот раздел, эту тему. Давайте мы вспомним, на прошлом уроке мы говорили о ком мы говорили? О Паустовском, да? Кто мне скажет, ребята? Константин Георгиевич Паустовский. Кто? Пожалуйста, Давид. Константин Георгиевич Паустовский, 1892-1968. Паустовский, он русский писатель, педагог, сценарист, военный корреспондент, педагог и переводчик. Книги Паустовского переводились на разные языки мира. И двигался он, добивался успеха в жанре пьесы и романа. Хорошо, молодец, Давид. Значит, мы можем сказать, ребята, об известном русском писателе, что он много писал о природе, да? Да. О животных. Но главный предмет его творчества это был кто? Человек, да, ребята? Значит, героев Паустовского, ребята, отличает нравственная чистота и скромность. Теперь, ребята, скажите мне, в чем сила музыки? Зачем людям нужна музыка? Алидин, пожалуйста. Музыка способна дарить человеку такие хорошие чувства и плохие чувства. Она заполняет вас энергией. Музыка может влиять таки на здоровье человека. Она очень эмоционально чувствительна для человека. Хорошо, спасибо. Кто еще может сказать, ребята? Кто еще дополнит? Слушая музыку, мы получаем что, ребята? Удовольствие. Мы удовольствие получаем, да? Да. Хорошо. Слушая музыку, она, пожалуйста, Тимур, Слушая музыку, мы мотивируемся, она нам помогает выйти из депрессии. из депрессии, Из да, стресса, можно сказать. Да, из напряжения, да, ребята? Да. Ага, хорошо. Значит, она заставляет нас задуматься о чем-то, да, ребята? Да. Если мечтать, да, она дарит нам и печаль, и радость, да, ребята? Смех и тоску, и много других чувств. Хорошо. Спасибо вам за ответ, ребята. Вы правильно все сказали. Теперь наша музыка лечит, да, Каждого ребята? свою Сила в правде. Ага. сила мотивации. Сила учителей. Хорошо. Сегодняшняя, ребята, значит, сегодня вот эта вот музыкальная терапия используется для уменьшения боли, да, страхи и напряжения, да, ребята? Сегодня мы продолжим тему вот «Старый повар» по разделу «Сила искусства», да? Сегодня на уроке, ребята, вы узнаете еще больше о настоящем искусстве, способном творить чудеса, да? Вы сможете, ребята, понимать главную, второстепенную и детальную информацию в сплошных и несплошных текстах и использовать информацию, содержащуюся в тексте, для подтверждения точки зрения, оценивать поступки персонажей, да, ребята? И, ребята, мы поговорим. Вы прочитали первый рассказ,
второй рассказ и закрыть третью часть рассказа, да? Да. Теперь скажите, ребята, кто главный герой рассказа? Главный герой это бывший повар ресторана Тун. Старый, просто старый человек, он отслед. И в этом рассказе повествуется о том, что он, у него сейчас тяжелая ситуация, он умирает в тяжелом состоянии у него. И он один из действующих лиц картины. Хорошо. Это старый повар, да? Хорошо. Есть еще другие герои? Еркежан, пожалуйста. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Они жили бедно. Все убранство сторожки составляло кровать, скамейки, грубо, стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клались единственное богатство – Мария. Она очень любила своего отца и хочет помочь. Хорошо, Еркежан. Значит, она очень хотела помочь своему отцу, да? Которого очень сильно любила, да? И она без страха в зимнюю ночь отправляется на улицу, да, под холодный дождь, чтобы выполнить что, ребята? Последнюю просьбу отца, да? Хорошо. И еще кто является героем? Пожалуйста, Ахмед. Знакомый с которым маленький человек. Он был одет изяществом и простотой, а вот свечку блескала у него черный камзол. И усталый пуговица в одном жабу. Этот человек, оказывается, Хорошо, спасибо, Ахмед. Молодцы, ребята. Ребята, я думаю, что вы с большим интересом прочитали рассказ, да? Да. Всем понравился рассказ? Да, очень интересно. А теперь, ребята, за эти вы получаете баллы. За эти кто отвечал сегодня? Ахмед, Еркежан, Кюрет. Ставлю вам по 2 балла. Теперь, ребята, скажите, вы сейчас должны запомнить ментальную карту, ребята. Вот именно ментальную карту вот, в третьей части, третью часть рассказа. Вы должны, я вам раздам листочки, вы должны запомнить. Вам серьезно. Ребята, на третьем задании исповедь старика. Пожалуйста, кто ответит, как вы запомнили ментальную карту, ребята? Ахмед, пожалуйста. первая марта, ей прописали городские лекарства, она заболела. Мария, она очень Хорошо, хорошо. Так, дальше. Хамидя. Исповедь старика, его грехи, его доброта, его воспоминания и Марта. Хорошо, молодец. Так, дальше, Райнбек. Исповедь это последнее вводят героя просьбы, чтобы позаботиться о Марии, хотел бы увидеть Марку. Хорошо. Амидин. Его грехи старика. Жена его, старика жена, Марта, она была больна. Ей прописали лекарства, и из-за этого он пошел, так сказать, можно сказать, на грех. Он украл золотое блюдо и продал его, чтобы, это, можно сказать, не считать за грех, потому что он делал все для жены, чтобы купить ей лекарства. Молодцы, ребята. Хорошее намерение. Спасибо. Хорошо, ребята. Теперь на это задание вы получаете 4 балла. По 4 балла получаете. Теперь следующее, ребята. Мы должны на фоне, прослушая вот музыку Моцарта, ребята, описать, как исполнилась, казалось бы, несбыточная мечта старика. Вот мечта старика вот сбылась. Вы должны выполнить это задание
заполняя, ребята, сюжетную линию к произведению. Вы должны сюжетную линию произведения. Хорошо? Так, выполняем. Так, выполняем. Так, ребята, закончили работу? Кто составит сюжетную линию? Это стратегия. СРМ называется, ребята, схема развертывания микротем. Вы должны составить сюжетную линию. Пожалуйста. Так. Кто скажет? Ой. Так, сюжетную линию, ребята. Алидия, пожалуйста. Зимний вечер 1786 года на окраине Вены. Жил старик в доме со своей дочерью. Строжка в саду графского имени. Хорошо. Просьба старого повара перед смертью. Он хотел окупить все свои грехи своей добротой и пожелал своей Марте будущего процветания. Хорошо. Так, Мария выбегает на улицу. Она выбегает на улицу, чтобы исповедать своего отца, старика, и появление сторожки незнакомца. Когда Мария выбегает на дорогу, она встречает незнакомца. Счастливое прошлое. Старик вспоминает все свои воспоминания, когда незнакомец его исповедует. Он вспоминает свои грехи, как украл золотое блюдо, чтобы купить жене лекарство. Желание перед смертью. Его желание перед смертью было то, что он исповедовался от этого греха и хоть как-то помог своей жене. Сила музыки очень важна, и это, можно сказать, идея этого рассказа. Она говорит, что сила музыки очень помогла ему в трудной ситуации, и в трудные времена, и поднимала ему настроение. Хорошо, спасибо. Алития, спасибо. Теперь, ребята, почему старик не хотел умереть, не узнать имени музыканта? Как вы думаете, кто бы это мог быть, ребята? Есть ваше предположение? Кто это мог быть? Незнакомец? Да. Незнакомец это кто был? Амадей Моцарт, да? Хорошо. Значит, он написал музыку, ребята, которая делает людей счастливыми, да? Значит, старик, повар, умер как? Спокойно, да? Значит, с души снят, мучивший его грех, да? Он знает, что о дочери есть кому позаботиться, да? Значит, музыка утешила его и принесла облегчение, да, ребята? Теперь закончите, ребята, предложение на сегодняшнем уроке, что вы поняли, что вам удалось сделать на уроке. Пожалуйста, Мухаммед. На сегодняшнем уроке я понял, что музыка имеет большую силу и прямо влияет на эмоции человека. Хорошо. Так, дальше, ребята. Кто еще скажет? Консуэла, пожалуйста. На сегодняшнем уроке я поняла, что музыка может давать человеку силу, облегчение и спокойствие. Потом я мечтаю о том, чтобы вокруг царила доброта, и музыка, собственно, помогала многим. Также сегодня мне удалось узнать, что музыка духовно возвышает человека, и что старик смог уйти в иной мир со спокойной душой. Хорошо, спасибо. Ребята, вы сегодня хорошо поработали на уроке, активно поработали. Сегодня я ставлю вам положительные высокие баллы. Теперь подытожим.
Подытоживая наш урок, ребята, можем сказать, что Паустовский, он писал о великой силе искусства, да? Значит, которая способна совершать чудеса об огромных возможностях, кающихся в музыке, да? Автор показывает, как искусство великого мастера помогло умирающему повару осуществить самое заветное желание, да? Увидеть зримый образ любимой жены, вернуться на несколько мгновений в прошлое и заново прожить его, да? Почувствовать себя счастливым, да? Как много лет назад. И писателю Паустовскому, ребята, удалось и нас, и читателей околдовать волшебством музыки Моцарта и убедить по всепобуждающей силе искусства. И автор убежден в том, что искусство очищает и духовно возвышает человека. Да? Значит, на странице 128, упражнение 13, вы должны письменно ответить на 5 вопросов, а также дополните отзыв ученицы из рассказа «Старый повар». Поделитесь своим мнением, это вы тоже будете отвечать письменно. Ребята, наш урок подошел к концу. Всем до свидания. До свидания.